эфире. Разъёре, муйор, хичмо. Сободе, эфире ушун, если что. Чувальч, курдерсо. Дутиш. Так, ассаламу алейкум, сюрди кёль масера. Талануэна. 19 марта 2023 год. Витаю вас, друзья, сегодня... ночью маттаю, то стрим Иран деду. Сюрди кёль масера, шавега. Мокши мящи уойль. Так, комментарии. Видно все сообщения. Нет, сейчас включен, видно все. Я здесь чаялся, YouTube чаек, низ гоя цего, я здесь халдеца. Разом цего сокучва. А то что-то я не могу разобраться, да. Так, почему чат не виден, да? Видно чат. YouTube чат был чат, комментарии здесь. Напишите, пожалуйста, комментарии в YouTube, как меня видно горизонтально или вертикально. Так, да будет свет. Ребер, зайди в этот YouTube и посмотри, как меня видно в YouTube, потому что что-то я здесь не могу разобраться с чем-то. Сообщения я не вижу и так далее, и так далее. Алейкум ассалам. Рам, Машволь, нормально видно. Нет, у меня идет стрим в YouTube, я хотел, вот здесь горизонтально, перевернуто. Ага. Тогда я, наверное, постараюсь что-то сделать с этим. Сейчас, одну минутку, друзья. Муди, дорогая, свобода. Ищите диск, говорят. Ищите диск. Вот так, наверное, да? Вот так, наверное. Так, кадр, кто не хочет попадать, до того, что... Так. Опа. И горизонтально, так. Инсмунгу, Алиш, как сейчас видно, друзья? Вот так, вроде бы нормально. Маш, мокш, дели салам, маш, шагуль, мокш, маш, вовель, шавега. Да, Аслан, как видно, тебя не было, успел даже соскучить, тут такие новости. Да, Руслан, новости суперские. Дим, все, камера ровно, да? Дим, нормально стоит камера? Амзат, выпуск. Собор делаешь? Так, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Друзья, во-первых, я хочу вас всех поздравить с новостью, с ордером, выписанным на террориста Путина. Наконец-то мир начал нас догонять, потому что мир всегда где-то полз сзади и дружил с Путиным. Теперь вынесено постановление, выписан ордер на арест террориста Путина, с чем я вас всех поздравляю, друзья. Это просто историческая новость. Действующий президент ни одной страны, по-моему, не был объявлен, выписан ордер и объявлен в розыск Международным уголовным судом в Гааге. И тем более, как нам много хвастались, президент ядерной якобы державы, якобы президент, на самом деле это Шариков из фильма «Собачье сердце», который внук того Шарикова, Полиграфа Полиграфовича, и это, короче, так называемый царек, а не президент никакой. Поэтому ему выписали ордер. Я думаю, те люди, которые в это не верили, хотя бы сейчас будут убеждены в том, что деваться некуда товарищу
террористу Путину дион, да? Так, Аслан Адам Цаир. Ола Аслан Адам Цаир бог, да? Мелчу Аир, да, ой, ад. Тан, держи, ой, тан собош, да? Тяйсон, Гейзер и ищет яхи или шишун. Всех будут судить, всех козлов и баранов, короче, будут судить. Машоля, Делиса, Машал, так, бюсти крил мастера хуй гел че, ассаламу алейкум салам, в ютубе нормально, приветствую всех, приветствую, друзья. Так, карта разил, что он мог яйцо нарисовать. Вот так вот прям. Так, сортирный учитель, чемодан сортиром, да, Дим, привет, да, наверное. Я вас всех, друзья, приветствую. Асколи, Орти, Хамзат, ну всех, как обычно. Евгений, всех, друзья, приветствую. Дима, Хамзат и все остальные. Так, пишите ваши комментарии, ставьте лайки, распространяйте ссылку на наш стрим, пусть больше людей узнают правду, Дион. Так, Микола, приветствую. Юзер, цахит дерсун, дик мохитсун, дер цахити, это не то, что нужно чеченскому народу. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Так. Дион. Как же это сделать? Так. Вот так, наверное, вот лучше. Асна кабуун. Дадител мафусейл. Хукабуя. Худина хунцуа. Мо сун удина. Сун умацадина, сун удадишури. Так. Где наши комментарии? Вот они. Они просто исчезают. Маш давай, Маш Уластан. Согуш вас куча. Муват сами деру гушу. А комментарием цаги сон. Цацел комментарий цагуш йойшун. Да, полностью под защитой Дион. Программа защиты свидетелей. Дион. Самый боеспособный, да, спецназ борца Ичкерия. Да, а у нас Кузбасса, они вытворили на стрим, да. Невыгодно политически. Маршал Дойчик, ой, видишь, маршал Дойчик. Ой, турпал ходишь. Братан, в кадре вон, да. Маршал Думасерга. Аслан, шейла, междик, чё? Давайте до Раматула что. Да, все бордила, сагуале, вчера. Вот собой все. Є зарядка, але що я так чувствую. Це, да, і це піти, і так, все нормально. Мега до бях побила що. Ау. Опа. Так, я на месте, Дион. Ладно, со YouTube чувует, делишь ламашху, масак. Давай, Амир, делишь ламашху. Так, Аслан, так. Поехали дальше. Аслан, садог, все, понял, Хамза, сейчас. Так, назначить, Дион. Так, может, брачу. Может, стандартно, может посмотреть, удается сообщение. Короче, ведущий модератор. Или какой он? Так, ладно. Амзат. Маршал Гуль. Так, друзья. Короче говоря, давайте я вам расскажу, что будет происходить. Во-первых, почти во всем мире Путин не имеет права находиться в цивилизованном мире, основные страны. Все страны, которые ратифицировали Римский статут Международного уголовного суда в Гааге,
те страны будут обязаны задержать террориста Путина, как только он появится на их территории. Это раз. Второе. Другие страны, которые не ратифицировали Римский статут, и к ним, допустим, прилетает Путин. Путин объявлен ему предъявлены очень тяжкие преступления. Это дети во время войны считаются вообще особой группой, которые особо защищены международным правом и внутренним правом. И Владимир Путин и товарищ Патрушев похищали украинских детей. Вывезено в фашистскую Россию под разными предлогами 16 тысяч украинских детей. То же самое было в Чеченской республике Ичкерия, когда они занимались вот этими своими ужасными преступлениями. Россия так очень часто делает. Сейчас в России проживают уже выросшие и иногда не помнящие, кто они, откуда они, чеченские дети. То же самое собирались сделать с украинскими детьми. И делается, этот процесс происходит. 16 тысяч детей похищено, вывезено в фашистскую Россию. И это только первое предъявление обвинения, и оно предъявлено, как мы видим, понимаем, самому главному террористу, Владимиру Путину. Поэтому предъявление обвинения будет происходить другим персонам. Скорее всего, будут выпущены карты. Помните, как в Ираке выпустили карты с разными тузами, шестерками, там, дамами, вольтами и так далее, и так далее. И все люди, причастные к похищениям, вот этим вывозам детей, геноциду, к военным преступлениям, преступлениям против человечности. И самое главное, что будет предъявляться, это акт агрессии. То есть окончание Второй мировой войны, когда мир фактически был поделен между сверхдержавами, супердержавами, был нарушен террористом Путиным. И открыто произошла агрессия против суверенного, независимого государства, которого та же самая фашистская Россия на протяжении 25 лет признавала, с ними имела отношения. У этой страны, Украины, были свои деньги, свои паспорта, полностью вся своя система. Конечно, это было независимое государство, хотя нас сейчас убеждают, что это не независимое государство, это какая-то окраина фашистской России и так далее, и так далее. То же самое, это люди могут в это верить, мы, чеченцы, в это не верим, потому что вот то же самое, по одним и тем же методичкам, по одним и тем же лекалам, фашистская Россия объявляла про нас. Сперва с нами, у нас, правда, не 25 лет получилось прожить вот без фашистской России, без ее агрессии, а всего лишь 3 года. И эти 3 года у нас были постоянно спецоперации, спецмероприятия фашистской России, нападения, убийства, покушения на президента Дудаева, терроризм самый настоящий, покушения на других чиновников чеченских, убийства и так далее, много чего происходило. И нам это рассказывать не надо. Мы все прекрасно знаем, что творит фашистская Россия в Украине. Затем будут объявлены все, кто причастен к вот этим страшным преступлениям против России. Самые одиозные, самые главные террористы. Обязательно, я на это надеюсь, попадет туда Патрушев, потому что без него это не произошло. Я считаю даже, что он один из главнейших, если не единственный, самый главный вдохновитель этой войны. Русские террористы пытались, понимая, что, вот я объясню свою логику понимания вот этих процессов, которые происходят. Фашистская Россия после развала Советского Союза, который она сама развалила, для того, чтобы перейти с колхозной экономики на рыночную экономику, войти в экономику Запада, экономику цивилизованных стран, понимая, что они не могут конкурировать, КГБшники переформатировали СССР в СНГ. И в каждой республике оставили своих КГБшников. Вы легко можете это проверить, посмотрев, кто являлся руководителями разных республик. Затем, за 70 лет накопленное советскими гражданами, в каждой республике КГБшники прибрали всю собственность, проведя так называемую приватизацию. При этом вот в этой приватизации не было объяснено людям, как пользоваться вот этими ваучерами, которые Гайдар, Чубайс и другие делили.
между собой. Таким образом, КГБшники, потомки НКВДшников, а у них это династическая работа, они по поколениям друг другу передают, там детей подтягивают, внуков в эту свою террористическую организацию КГБ, ФСБ. И они фактически 70 лет о том, что работали все наши отцы, деды, бабушки и так далее, они прибрали все, вот это, вся собственность, которая принадлежала Советскому Союзу, они прибрали к своим рукам. Затем им нужно было начать тренировать своих собак. Всю историю России известно, что любой офицер, русский офицер, который прошел войну на Кавказе, а на Кавказе она в основном в последнее время шла только с чеченцами, вот эта война с чеченцами, она обучала и подготавливала кадры для новых экспансий, для новых завоеваний вот этой имперской фашистской России. И у них, у КГБшников, один из объявивших об этом, это Николай Патрушев, бывший директор ФСБ, и тот самый, кто взрывал дома в 99 году, своих русских, для того, чтобы обвинить в этом нас, чеченцев, и напасть на нас. Они собирались восстановить неодворянство, то есть новое дворянство. То есть КГБшники становились дворянами. У них появлялось сословие. Это все было у них расписано, запланировано. Они, КГБшники, говорят, что в царской России, когда большевики пришли к власти, была спецслужба, как мы знаем, да? Охранка она называлась. Вот в этой охранке есть один отдел, который с тех пор несет вот эту имперскую идею. Даже после того, как появилась там НКВД, ВЧК, НКВД, там МВД, что у них там было, ФСК, ФСБ там, и так далее. Вот все это время, со времен царской России, существует внутри отдел. Ну, это такая легенда ГБшная. Плюс они начали окучивать разных потомков, разных дворян, которых, кстати говоря, в 17 году они сами расстреляли. Вот эти все большевики, НКВДшники, чекисты и так далее. И вот эти люди, в конце концов, решили, что они достаточно сильны, они напали на Чеченскую республику Ичкерию, подготовили кадры, совершили страшнейший геноцид чеченского народа, подготовили кадры, которые в конце концов напали на Грузию, и потом они напали на Сирию и затем на Украину. Таким образом, юридическое обоснование вот всем своим действиям новому дворянству, они подразумевали, что ООН с нарушением, точнее, устава ООН, вместо СССР появилась так называемая Российская Федерация. В уставе ООН, в других документах формирования ООН вы не найдете ни одного указания про Российскую Федерацию. До сих пор место СССР незаконно занимает РФ, Российская Федерация. И идея в чем? Все разные там оппозиционеры, они могут быть ГБшные, якобы там Фейкины, там Пономаревы, Гудковы и так далее. Эти люди должны одновременно заявить, а юридическое основание на самом деле нужно признавать, что они имеют. Потому что с нарушением устава ООН, не спросив никого, только лишь благодаря тому, что все были рады, что Советский Союз разваливается, Россия, она там сдала какое-то биологическое, химическое, бактериологическое оружие, атомное сохранила, ядерный свой арсенал там начали проверять, утилизировать и так далее, но какая-то часть еще до сих пор осталась. И они должны были таким образом дойти до восточной части Берлина, после того, как завоюют Украину. Украину должны были завоевать очень быстро, не должно было это так затягиваться, должен был быть захвачен Киев, было подготовлено марионеточное правительство, ну все в принципе было готово. Единственное, что нужно было, чтобы взять Киев, Зеленский должен был сбежать, и после этого уже началась бы борьба там, с укронацистами, укрофашистами, укробандеровцами и так далее, для того, чтобы они смогли ну, там, истреблять украинский народ.
Потом произошло бы рекрутирование уже украинцев для завоевания следующих территорий. Или же для того, чтобы подчинить себе угрозой силы разные другие страны, в том числе НАТО. К большому сожалению, вот во всех делишках с Путиным принимали участие отдельные страны Европы. Например, Германия, в которой я проживаю, и Франция. Эти две страны фактически потакали Путину в захвате Крыма, в захвате других территорий. Соответственно, Путин, Россия, террористическая банда ФСБ, вложила огромные средства в экономику Германии и немножко в Франции. И некоторые другие страны. Но в основном был акцент на Германию. И вот таким вот образом они собирались воссоздать неодворянство уже с экономикой, мировой экономикой, в которой они существуют, с миллиардами, которые они уже наворовали, награбили. Они должны были вот таким образом создать великую русскую империю, Российскую империю. План был таков, что они вот это сделают. К счастью, этого не произошло. К счастью, мир осознал, Америка приняла кардинальные меры для того, чтобы помочь Украине. И вот благодаря этому мы сегодня видим, что русских бьют так, как не били с окончания русско-чеченской войны. И в этом плане, можно сказать, слава Украине. И еще и слава и Америке, и Великобритании, и всем, кто помогает Украине сражаться за свою свободу и независимость. Друзья, я перехожу к вашим комментариям. Да. Так, подождите, я сейчас почитаю здесь в Ютубе. У меня тут плохо держится. Так. По любому сценарию я вижу, что без превентивных ядерных и атомных ударов не обойдется с обеих сторон. Чисто мое мнение. Ну, вполне возможно, это может произойти. Я, кстати говоря, заканчивая свой спич, могу сказать, что объявление Путиным сейчас преступником, выдан на него ордер, это говорит о том, что будет ордер выдан и на Патрушева, который главный, один из главных, да, уже может быть выписан. Может, другие фамилии нам даже не скажут, но эти люди будут в юридическом порядке, в законном порядке будут занесены в эти списки. И я вам могу сказать, это отличная новость, друзья, просто суперская новость. Мы, конечно, это ожидаемая новость. Мы, например, давно об этом, да, 30 лет чеченцы об этом кричат, говорят, погибают, поколениями уходят в землю, призывая назвать русского царя террористом, убийцей и просто преступником, мошенником, коррупционером и мелочным чмом. И вот, наконец, мы это узнали, мы это увидели, услышали, друзья. Я вас всех с этим поздравляю. Ни один преступник не уйдет, особенно одиозные. Суды будут проходить в Америке, в Великобритании, в Украине, в Чеченской республике Ичкерия и в Германии, и еще некоторых странах. Я не имею инсайдерской информации, я просто анализирую подготовку разных стран, судебную, правовую. Вот вижу вот эти разные из открытых источников, разные там движения, которые происходят, и поэтому делаю вывод. Чеченская республика будет освобождена, друзья мои, я вас вас тоже поздравляю. Юридическим, правовым, дипломатическим путем все это будет происходить. Конечно же, нужно будет проводить определенные силовые полицейские операции против террористов, которые засели там где-нибудь там в Хоси-Юрте или там где-нибудь в Грозном, в бывшем Грозном, ныне в Джагаре и так далее, и так далее. Так что все у нас отлично, друзья. Конечно же, с учетом того, что идет война, гибнут каждый день и наши люди, аристократы духа, люди, борющиеся за свободу. Но без этого вот этот хребет фашистской России сломать было невозможно. Украина не просто сильна духом на сегодняшний день, Украина просто переполнена этим духом. Просто дух, она чувствует победу, она имеет огромное количество
вооружения, которые поставляются, без остановки идет финансовая поддержка украинского народа, уже отстраиваются разрушенные дома в Буче, Гостомеле, там все это уже восстанавливается и будет восстановлена вся Украина. Этим будет заниматься Великобритания и Америка, и наша Германия, которая сейчас полностью поменяла курс смены вот, Ангелы Меркель там, и так далее, и так далее. Курс полностью поменян. И благодаря этому, я думаю, наверное, в этом году уже, чеченцы, мы поедем домой. Да, Алмула. Это, ну, конечно же, здесь много неизвестных до того, как произойдут эти события, что мы сможем возвращаться домой. И у нас внутри есть определенные моменты, которые мы должны тоже очень сильно разбирать, проводить люстрацию, не допускать ни одного человека к государственному управлению государственной власти, и кто связан был с фашистской Россией, служил фашистской России, или же там КГБ, ФСБ. Поэтому у нас тоже очень много дел, ребята, друзья, и я думаю, мы справимся, да, все будет Ичкерия, да, мукла. Так, Дейл маршрут, так, вряд ли выйдет за пределы Рашки. Да, может не выйдет, но можно его и... Главное объявлено. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Так, ордер надо на всех членов Совета Безопасности России. Не волнуйся, будет выписан, уже выписан на всех. Просто нам пока это не объявляют. Я так думаю. Так, интересно, хочет ли Макрон до сих пор Путлеру сохранить рожу? Уже все. И самое главное, теперь никто не рискнет даже руки подать Путину. Это нужно быть самым отъявленным, конченным мерзавцем, чтобы подать руку такому террористу, который похищает детей. Мус поступил очень мудро, очень хитро все сделал. Грамотно, я бы сказал, да, хитро. Не так. И с юридической стороны, заход именно со стороны вот этого преступления, со стороны, где дети, которые на войне считаются особо защищенными, это ну, просто это круто, друзья. Я вас всех поздравляю. Так, именно поэтому вот я сейчас там в пути, там в разъездах, поэтому именно вот с этой новостью просто я вышел с вами поговорить. Хотя сегодня на чеченском я начинал говорить, но почему-то я опять забыл и перешел на русский язык. И давайте продолжим наш стрим на русском языке, да, Цдеон? Сейчас я посмотрю, как у меня тут дела обстоят с зарядками. Так, ну, кое-как обстоят дела. Так, ассаламу алейкум, война, ва алейкум ассалам, ашволь. Так, да, мула, проведи стрим, он последний из Магиканчина. Так, Мегарду. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Слава Украине, героям слава. Асан, как ты относишься к абхазам? Отлично отношусь к абхазам. Как я могу относиться? Ко всем отношусь отлично. Ва алейкум салам, тип еще тот. Там есть еще одна женщина. Да, есть, это омбудсмен по детям. И она тоже попала в этот список, да. С чем я вас всех поздравляю. Так, остав украинч. Каранте, издеваться здесь, генеон, уэйдарацу налять. Турпал, ты чуть-чуть сменил ник, я смотрю свой. Асуэйдари, вот эта вот сцена, где рвут Коран, какие-то мерзавцы, я абсолютно убежден, что это, конечно же, провокация русских террористов, потому что украинцы никогда этого не сделают. Не то, что даже не потому, что они толерантные и очень хорошо относятся. И это любой чеченец подтвердит. За все время, когда вы приезжаете в Украину с Россией, обстановка, отношение к вам менялось ну, почти кардинально, на 180 градусов. К вам начинали совсем по-другому относиться. Украинцы очень европейский, цивилизованный, толерантный народ. Это, кстати, говорит о том, что у них президент еврей избран. И порвать Коран, даже из точки зрения рациональности, когда в ваших рядах воюют крымские татары, чеченцы, там, азербайджанцы, там, ну, масса мусульман, которые воюют и гибнут, сражаются, погибают за Украину, но это просто, даже если ты очень нетолерантный, самый ярый фашист, ты не сделаешь этого, потому что тебе каждый штык, каждая винтовка на вес золота. Тем более таких бойцов, которые уже обкатаны войной там, и так далее. Конечно, это провокация русских,
И ну, говорят, конечно, не по-украински, и можно научиться говорить по-украински, а еще есть огромное количество ДНР и ЛНР, которые этим занимаются, которые воюют против Украины. Поэтому лиц мы, кстати, не увидели. Если такие бойцы, такие смелые, ну показали бы лица, и сразу бы стало ясно, что это какие-нибудь лугандонцы или ДНРовцы, там еще кто-то и так далее. Поэтому это все фигня. Друзья, не обращайте внимания, будет очень много разных провокаций, которые попытаются нас расколоть и так далее. Мы это проходили, чеченцы. Просто самый большой специалист по дискредитации, по обману, по там стравливанию и так далее, это КГБ, ФСБ. Друзья, это, знаете, воевать они не вояки. Мы воевали с ними одним огнестрельным там, автоматическим оружием и гранатометами и победили их одним лишь духом. Сегодня дух украинцев на такой же высоте, как у нас был, и, соответственно, еще есть оружие. Поэтому победить они не могут никак. Есть момент, что вот эти спецслужбы, которые Фейгины, Пономаревы, Гудковы и все остальные, Русланы Кутаевы, которых у вас там приглашают и так далее, украинцы, это очень опасно. Это очень опасно. Они могут так мимикрировать, вы даже не поймете, что это. Вы поймете, подумаете, что вы вообще не патриот по сравнению с ними. До того они будут патриоты. Они у нас в Чечне убивали своих ментов, чтобы войти к нам в доверие. Понимаете? Ингушетии вот находилась группа наша, бойцов сопротивления. И для того, чтобы войти в доверие, человек пришел в группу и отстреливал ментов. Простых ППСников, которые вообще ничего не делают. Просто убивали. И его спрашивали, зачем ты делаешь? Они же никакой роли не играют. Зачем ты их убиваешь? Он говорит, я их ненавижу так сильно, что мне плевать. Любая форма ментовская, мне хочется их уничтожить. А потом выяснилось, он там сдал там высокопоставленных там наших командиров и выяснилось, что этот человек был агентом. Поэтому это очень сложная задача. Они придумают то, что даже никогда в голову нам не придет. Поэтому нужно быть осторожным. Есть подозрение отодвинуть разных Фейкиных, Гудковых, там, Арестовичей там, и других третьих, которые затягивают. Это все происходит, друзья. Очень нужно быть аккуратными. Мы не проиграли вооруженным силам фашистской России. Мы проиграли обман, что использовала террористическая банда ФСБ. Так, давайте почитаем комментарии. Так. Давайте, что ты скажешь про мировое правительство и их планы цифрового рабства? Мировое правительство, я вас удивлю, оно существует. Да, оно называется ООН, Организация Объединенных Наций. И 5 стран, которые являются, ну там 15 входят, там постоянные члены 5 Совета Безопасности ООН. Поэтому как такового мирового правительства, которое всем управляет, не существует. В мире так много разнообразных групп, религий, течений, политических убеждений, что невозможно это все контролировать. Это все фигня. Да, конечно, есть силы, которые умеют направить исторические события в определенное русло, даже умеют ими управлять. Я даже скажу, какие это страны. Это Америка, это Англия, это Китай, это Россия в том числе. Очень много делала, вкладывала денег и так далее. Сейчас, одну секунду. Минутку, я возвращаюсь. Я сейчас вернусь. Так, друзья,
Это самое унизительное, да, Хамза? Так. Ага. Все. А с такой тоже, что помню. Да? Тебе чего я? Так. Все был рис, был шпуксига. Так, и где наши комментарии? Где наши пропадали? Нету комментариев. Ладно. Так. Евгений, так, вот. А куда делись все комментарии? Пропали? Короче, ваши предыдущие комментарии я не вижу. Была. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Хараса кушка, мере раскопка. Хараса бошла, раскопка. У нас еще всех хавия. Дава сулата, это. Куда я что? Со стримишь у нас еще. Моя доля. Да, они нападут на вас, они нападут на вас сзади. Кто на нас нападет? Я думаю, таких сумасшедших больше нет нападать на нас. Слава ювенальной службе. Да. В эфире. Дуйте, Гаша. Так, друзья, пишите комментарии. Рюмки, членом может умордаться. Добавить там, вот даст мегон, рюмка мегон. Так, Берил, дуже дякую. Орка, так. Розетки. Юрий Зетки. Велся, зарядки опять, понял? Магомамед, свою лицу пока что. Не, село кушу. А, дикуш, кусочек, дикуш сверху. Масадаш дуай. Амар, да я думаю, что. Ты не нахуй бубош из насон. Ты кярти. Це вийшов ще. Эти родственники по матери или кто там, это меня не волнует. Я знаю, что человек работал в прослушке во время геноцида чеченского народа. Приехал сюда и занимается абсолютно античеченскими, государственные чеченского государства делами. Абсолютно, 100%. Я со всей ответственностью заявляю об этом. И то, что он, Тумцу Абдурахманов, агент российских спецслужб, знают здешние спецслужбы. И Польша знает, и другие страны тоже знают. Поэтому, конечно же, да, это агент российских. И он не один. Друзья, он не один. Очень много вот этих публичных товарищей, которых вы видите, не работают на чеченское государство и чеченский народ, которого вы сейчас в Украине видите, там разные там мелькают лица. Самые там известные, самые такие и не такие. Они не работают для чеченского народа, они работают на фашистский свой карман. Гудут. Ты чей агент, Гроза? Гроза, с твоим ником можно понять, что ты кадыровец, да? Я агент чеченского народа. Тем более, я, если сказать точно, я агент убитых 300 тысяч чеченцев. Вот что я могу сказать. Моя цель – суд над террористом Путиным, Патрушем и другими убийцами чеченского народа. Вот моя цель. Поэтому вот чей я агент делал. Я хацахит хун хучувен и камилшта. Отвешал да юдешуй и вац агент. Если ты говоришь, что Тумцу Абдурахман не агент, зайди в прямой эфир, давай поговорим. Правительство их почему не депортирует. Знаете, когда человек собирает вокруг себя разные
радикалов, говоря про радикальные вещи, что он пострадал из-за своей вот этой козлиной бороды и так далее, то местные спецслужбы просто наблюдают за всем. Это очень удобно. Когда вот он вокруг себя собирает в комментариях, в Инстаграме, там, в Телеграме. Кстати говоря, Телеграм это ФСБшная программа. Все, что вы там пишете в Телеграме, остается на серверах ФСБ. Например, если вы пишете это в Фейсбуке, и вас разыскивают за терроризм, то Россия должна направить документы в Facebook, предоставив, что возбуждено дело против вас по статье там, терроризм. И тогда Facebook обязан, ну раньше был, обязан представить эту информацию. В Телеграме ничего не нужно им делать. Не надо никаких запросов делать, доказывать, что вы террорист или нет. Любой человек, который напишет, что Путин плохой, Кадыров плохой, Патрушев плохой, еще что-нибудь плохое про этих ублюдков и мерзавцев, то автоматически все это будет оставаться в серверах ФСБ. Вот и все. Депортировать, знаете, в таких случаях они говорят, зачем? Ну, зачем вот по логике взять? Когда нужно, выкинут. А так они выявят всех разных радикалов, всех агентов, которые вокруг него собираются. Перепишут, подготовят, у него будет полный план. Есть чем заниматься, выделяются деньги. Спецслужбы здесь очень хорошо оснащены технически, очень профессионально обучены, и они ведут свою работу, и они не спешат. Знаете, они здесь даже, когда они знают, что вы идете грабить банк, например, полиция какая-нибудь там, которая может за вами даже следить, она разрешит вам ограбить банк, разрешит вам уехать. И вот когда вы окажетесь где-то в спокойном месте, уберете оружие и достанете свои деньги, вот в этот по отдельности или все вместе вас просто возьмут. А почему это делается? Для того, чтобы не пострадали люди. Куда спешить? Вы уже врываетесь в банк с оружием. Значит, есть угроза, что вы застрелите, возьмете кого-то в заложники, полицейского застрелите, будете еще что-то. Зачем? Ограбил, спокойно уехал. Не более. Она эффективна. Здесь изучают психологию людей, здесь подходят к людям как к людям. Они запугиванием, страхом, пытками, убийствами и так далее. Да, конечно, это тоже эффективный способ пытать людей и добывать информацию. Может быть, даже он более эффективный, чем... Аслан, народ России видел по каналу, говорят, пусть только попробуют взять. Народ России ничего не может решать. Это безмолвное, огромное просто море людей. Стадо людей. Они ничего не решают, у них нету слова, они не могут ничего сделать. Они могут, когда им поставить камеру, микрофон к лицу, они просто скажут, да, мы считаем, что Путин, мы защитим Путина, попробуй взять и так далее. Возьмут, и никто не защитит. Также были ролики, помните, про мобилизацию. Конечно, пойду воевать, буду защищать. Парень достает там тетрадь, ручку, там блокнот, ручку, папку с ручкой и говорит, ну давайте я вас пишу, чтобы вас там призвать. Не-не-не, спасибо, я не хочу, и уходит. Россия и российский народ, они живут двойной жизнью. Одна жизнь, чтобы их не трогали, другая жизнь их личная внутри. Они не свободны. И они так воспитываются. Они не знают этого понятия. И нам, чеченцам, и другим народам, вот сейчас украинцам, очень трудно им это донести, потому что они не понимают этого. И я думаю, много времени придется потратить для того, чтобы русские стали нормальными, свободными, цивилизованными людьми. Не применять вот их методы ГБшные, там, подавления, запугивания там, и так далее. Поэтому ничего он не решает. Так, Аллаху квеллан дол адаман козлиная борода муэду кана вельстагуаки ханведдикхум сушдина. Ну что, Аллаху квеллан шадол адам ду, но гейз мажу олкас ахкубога. Расшан и бобя шубохкасис. И все. Радикал шбор бусал наранц эшкуш закавари шушай бобяш душу ханзалат закиц воро. Гроза, хочу она, ну зайди, давай, ну что ты сейчас будешь мне говорить? Собусовна кулшва, собусовна годешу, ходали часу оскорбление, комментарий сейчас здесь, су эшбичу. Хочу валя, она так, ханце кулшусо, милнох чахизешусо. Зачем ты так говоришь?
А? Вы заступаетесь за агента ФСБ и начинаете меня в чем-то обвинять. Тогда вы тоже ФСБшники. Какая разница, вы на самом деле ФСБшники или полезные идиоты? Какая разница? Вас используют, и вы заступаетесь. Козлиная борода ас эрду цун цусейн багандел. Ахсун алахуна эрду. Например, босс. Ты катишь. Бу отвлекаешь, что бэхам, просто шей, болтологи лилеш. Она хомич вони, что-то потеряться, Мадина, садейка ложь. Садина, было время, я был немножко занят, да. Поэтому, а сегодня вышел эфир, хотя я сейчас в дороге, там, не дома, имеется в виду, короче говоря. Так, ты говоришь грамотные и умные вещи. Да. Градзе, асфа ФСБшник, уца бог. Асфа ФСБшник, ты гüch шола, хотя полезный идиот у бог, я специально ездишь тербел у бог. Вот и все. Ты меня отвлекаешь, понимаешь? Я говорю вещи, которые очень важны для чеченцев, для мусульман. А ты нагло врешь, что я называю мусульман радикалами там и так далее. Я мусульманин. Я мусульманин, понимаешь? А есть радикалы, да, есть, которые отрезают учителю безоружному голову, которые там еще какие-то ужасные вещи творят. А есть мусульмане, которые не хотят никому отрезать голову, жить в мире и так далее. Вот и все. А всех мусульман, ты говоришь, что всех я мусульман и так далее. Это неправда, это ложь. Асан, не слушай, у них агония, у них потеря галеди. Да, да. Совершенно верно. Ладно, друзья, давайте я в Ютубе почитаю комментарии. Где наши комментарии? Вот они наши. Их доведут до такой кондиции, что сами принесут на блюдечки. Да, Амзат, совершенно верно. В Гааге там, американцы заявили, что санкции с России будут сняты после того, как будет арестован Путин. Наверное, речь не обо всех санкциях, потому что их наложено уже тысячи этих санкций. Россию обложили так, как ни одну страну никогда в истории человечества. И еще она несет колоссальные потери каждый день в Украине. Поэтому... Поэтому вот такие вот дела, друзья. Так, ты на каком волне, интересно? На нормальном волне я думаю. На блок-педаль, Варя? Да, блок-педаль. Видать, крысы Пригожина грызут проводку. Да, Хамзат, скорее всего. И доведут до кондиции, 100%, да. Доведут, как выдали Слободана Милошевича, Младича, сербы выдали. И выдадут этого, не проблема. И Кадырова выдадут, если не замочат. И Патрушева выдадут, и всех. Так что, друзья, просто великолепно все. Вы правы, как всегда, убедительно. Спасибо, Николь, спасибо. Так, и Симонян вроде уже там пыталась жути нагнать на европейской столице про подлет самолета. Наверное, бобра объелась. Да, Евгений, абсолютно приветствую тебя. Абсолютно у них паника. Я могу сказать, что они просто в паническом состоянии находятся. У них очень все плохо. С чем я вас всех поздравляю. И супер просто, друзья, супер. Аслан, начал эфир на позитиве, так и продолжай, не давай себя отвлечь. Хорошо, Евгений, постараюсь. Ну, заходят разные люди и говорят вещи, на которые иногда хочется ответить. И для меня, знаете, это немножко такая терапия, да? Виснем или только у меня? Да, немножко подвисали, леди, сейчас уже вроде нормально наладилось. Так, друзья. Так что, чеченцы, я обращаюсь к вам. Украинцы тоже, если услышите, тоже хорошо. Чеченцы, готовьтесь. Друзья, мы поедем домой. Мы создадим свое государство. Оно будет цивилизованное, оно будет гуманное. Оно будет такое, которое позавидуют все страны в мире. Это будет Швейцария, Германия, Бельгия, объединенная в одной Чеченской республике Ичкерия. У нас будет супер дороги, супер большой аэропорт,
У нас будет открытые европейские двери, паспорт, как Германия, например, Грузия может без визы бывать в Европе, заниматься делами. Мы со всего мира, особенно с европейской части этого мира, заберем нашу молодежь, парней, девчонок, которые говорят на всех языках мира, которые имеют образование. Мы создадим супер современное, цивилизованное, без коррупции, справедливое государство, да, Алмула. Это все в наших руках, чеченцы. Вот такие вот дела, друзья. Сегодня вы оживлены как никогда. Да, сегодня я проделал большой путь. Мы сегодня путешествовали по Брюсселю, просто сегодня эмоций просто огромное количество. После того, как вчера вынесли этот ордер, выписали на Путина, настроение у меня просто великолепное. По 4 жены можно будет. Но если ты хочешь мучиться, то конечно. Азан, ты случайно не жил в ипподромном на 80-м? Нет, Амазон, не жил я там. Так. Фейгин, говорят, встречался с Мосхадом, когда работал депутатом Госдумы. Да, конечно, Фейгин встречался с Мосхадом, это видео есть у него на канале, но это ни о чем не говорит. Он приехал как какой-то российский депутат там и так далее, как агент российских спецслужб, не называя фамилии, имени, кого он спасал, потому что это якобы угроза. Какая угроза? В Боснии уже все нормально. Уже всех, кто совершал этот геноцид, и командира Фейкина уже давно судили. Пожизненный срок Радко Младич получил. И Фейкин сейчас объединяться будет, которого сейчас Кутаев Руслан просто говорит, да, мне кто-то сказал в Турции и так далее, прикрыл Фейкина, что он каких-то мусульман спасал. Значит, он поехал с оружием в руках в чужую страну спасать боснийских мусульман. Можете задуматься над этим? И так далее. Человек принимал участие в войне. Сейчас, что будет происходить? ГБшные вот это Фейкины, Гудковые, Пономаревые, ну там кто еще там будет, объединяться с Кутаевым, Закаевым, Макаевым и еще каким-нибудь Дакаевым. Вот эти люди объединятся, и будет такое чеченско-русское такое оппозиционное движение против фашистского там Путина и так далее. По факту КГБ будет против КГБ. Это нонсенс, этого не может быть. Это мимикрирование вот этих людей. Они будут представляться нам, что они являются какими-то оппозиционерами и так далее. Нет, не верьте. Ни один человек, который служил в ФСБ, в КГБ, который был офицером и был агентом, не должен быть допущен близко к власти. Эти люди не имеют никакого права на чеченское государство, на Чеченскую республику Ичкерия. Никакого права. Это россияне. Они имеют право на Россию, в Московию, там, в Ростов, там, Задон. Вот это они имеют право. Или же, если они, проживая в Чечне, не совершили против чеченского народа и государства преступления, они спокойно проживают в своей стране. Никаких вопросов к ним нет. Кроме того, что они не могут занимать государственные должности. Все. Это закон люстрации, который должен быть принят обязательно. Вот 100% он должен быть принят. Да, кого-то можно будет амнистировать, для кого-то это может происходить там определенный срок, да, там это может там, на 3 года, на 5 лет его лишают, в правах чуть-чуть, ему создают неудобства. Он голосовать, например, может быть, не сможет определенное время, а так может потом уже кто-то пожизненно не сможет занимать там должности и так далее, и так далее. Ну все это, чеченцы, должны делать мы. За нас не сделает ни американец, ни украинец. Украинцев самим еще очень-очень много делать. После победы еще очень много делать. И нам, соответственно, придется делать. Мы будем решать наш вопрос, наш кейс. Он может быть решен только политически правовым путем. Никакой войны, никаких убийств, никаких без разборов судов Линча, да, самосудов. Ни в коем случае. Мы все должны делать гуманно. И все преступники должны быть написаны на бумаге. И вердикт, и решение суда по ним должны выносить на бумаге, зафиксировано. И только после этого цивилизованно,
человечно мы будем применять те или иные санкции тем или иным лицам. Только так и не иначе. Никаких там шашкой наголо мы там сделаем и так делаем. Такие провокации тоже будут. Кстати говоря, вот эта советская КГБшная номенклатура, которая сейчас рвется к власти, чтобы уничтожить Кадырова и его окружение, который раньше уничтожал их и забирал все их возможности, финансовые доходы и так далее, они будут нас подстрекать к тому, чтобы мы вырезали всех кадыровцев, всех, кто рядом стоял, их детей. Соответственно, а мы знаем, что кадыровцы и женщин, и мужчин, и все, и детей в центре тогда Джохара они расстреляли. Там, по-моему, 10-летний или 12-летний был ребенок, которого они расстреляли. И много чего сделали. Но, чеченцы, запомните, делал Кадыров, показывали вам Кадырова. Но это один палец, этот, какой угодно палец на руке. Вся рука и голова, которая заставляла его это делать, вынуждала, приказывала ему это делать. Хотя он с удовольствием это делал, получал за это большие деньги и так далее. Голова находится в ФСБ на Лубянке и в Кремле, друзья. Запомните это. И уничтожением там всех вырезать, кто был за Кадыровым, проблема не решится. Она усугубится. Нам еще 100 лет придется разбираться с тем, что делали вот эти так называемые кадыровцы, за которыми КГБ, ФСБ. Нас уничтожало КГБ, ФСБ. Друзья, кадыровцы это пешка, это ноль. Сегодня он есть, завтра его убрали. И все, решают Хвостиков, который убивал людей, это главарь банды ФСБ в Чеченской Республике. Кочнев Игорь, который сейчас является действующим главарем банды ФСБ и возглавляет РОШ в Чеченской Республике, региональный оперативный штаб. Вот кто истинные враги. Вот кого нужно привлекать к уголовной ответственности. Ни в коем случае не нарушая закон, не нарушая международное право. Мы должны этих людей внести в список, тот, который сейчас вносятся Путин, Патрушев и все остальные, друзья. Вот как мы должны сделать. Да, Алмула, все будет Ичкерия. Асан мумилух тейпануа. Со наш хоук, со мазар хоук. Наш хламтир муцариуштар, мазар хоук, со цейр котиртарусо. Кадыровцы ниже плинтуса. Кадыровцы никто, которых нам пытаются там представить, что это там какие-то войны. Они не войны. Войны вот здесь сейчас были, вот кого вы в кадре видели. Тысячи воинов было. А кадыровцы это те, которые взяли их имя. Они погибли, кто-то сражался, кто-то там ранен, кто-то в плену оказался и так далее. Но имя вот этих воинов чеченских делали не кадыровцы. Кадыровцы просто забрали это имя себе. Как и здесь в Европе некоторые представители, так называемые представители, там, Ичкерии, там, религиозных течений, там, джамаата каких, которые тоже не воевали по большей части. Но они тоже пытаются вот это имя себе взять и сказать, что вот мы какие-то воины и так далее, и так далее. Воины, почти их не осталось, они все убиты, погибли в сражениях и так далее. Поэтому как-то так. Не стоит что-то хорошо, не делает Америка. Что-то сказать, не стоит что-то хорошо. Америка просто болтает. Америка болтает или нет, но ордер выписан на Путина. А это просто ордер. Путин никогда Россию не покинет, и россияне не приедут, как всегда. Ну, садей калош. Твой ник очень интересный. Ну, не знаю, посмотрим. Я считаю, что ты абсолютно не прав. Аллах аттуболь масуки машта. Амин, Аллах, Адам, амин. Аслан, ты на радостях громко говоришь, по-моему. Хорошо, все, я просто эмоционально заряжен просто. Аслан, твой оптимизм начал давать ростки. Заздалла, а там и до созрения фруктов недалеко. Да, Алмула. Аслан, а что за каятки тогда под хорошими русским получается? Нет, Саид, там нету речи о протекторате свободных чеченцев.
протекторат, который предлагается, ну я не знаю всех там деталей, но если там объединение с Горской республикой, которое возглавляет Кутаев, который очень тесно связан с разными, с российскими там представителями, то в этом плане протекторат будет не для чеченцев с Америкой, а россиян, чеченских россиян. Вот как это будет протекторат. Меня это не устраивает, друзья, в корне просто. Вы меня извините. Конечно же, Кадырова уберут, Кадырова судят, там, казнят, там, расстреляют, посадят пожизненно. Еще там что-то произойдет, я не знаю. Кадырова не будет. Год это займет, это 10 лет это займет. Его не будет уже, это 100%. Против цивилизации выстоять невозможно. Фашистская Россия не выстоит против цивилизации. А война идет против цивилизации, сегодняшней цивилизации. Так получилось, они влезли в эту яму, и оттуда они не выкарабкаются. И замена советской КГБшной номенклатуры на Кадырова, она меня лично в корне не устраивает. Да, конечно, какое-то время будет послабление, когда Кадырова уберут. Та же ФСБ, которая поставит своих людей, уже старую советскую, завгаевскую вот эту поросль, которые подросли, там занимают какие-то не очень важные посты сейчас, они вместо Кадырова придут и станут на место. И будет КГБ решать, кого казнить, кого миловать. Не чеченский народ, суда над фашистами из России тоже не будет. Это тоже будет исключено, потому что КГБ не захочет само себя судить. И резню устроят своим врагам, там, Кадыров, там, Демирханов, какие-нибудь другие, третьи, их будут вырезать там и так далее. И я не хочу этого. Это, во-первых, это антизаконно, а во-вторых, это усугубит проблему, и те преступления, которые были совершены ранее, от них преступники уйдут, потому что мы забудем про них и будем заниматься вот этим. Поэтому мы сейчас должны делать очень аккуратно, очень дипломатично, очень гуманно, чтобы мир видел, что мы цивилизованные люди, никакие мы не людоеды, никакие мы не террористы и так далее, и так далее. Так, давайте почитаем еще комментарии. А теперь можно достать Хвостикова и Кочнева. Да, совершенно верно. Нельзя забывать и про Иванова, Митюкова, Рушайла, Патрушева и все остальные. Конечно, Амзат, ни одна фамилия, я тебе обещаю. Ца фамилия, вы говорю, летарят, да, мула, вайдин хила. Аслан Сунха, уллир, вежди, боузитан, иш уллир. Ну, пока они не хотят не выходить. Аслан, боузитар, бон, настанет время, всех узнаете. Вай вежди, бухуш, да, мула. Это просто уникальные люди, друзья. Вы будете потрясены вообще их образом жизни, их отношениям там и так далее. Абсолютно вроде бы простые люди. Не хочу сейчас при них говорить. При нем пока тут один. А то потом будет вот так ходить. Так что поговорим еще. Войзеро Аслан, да, Абаузи Тербон. Нет резни в Чечении, да, совершенно верно. Я думаю, самой фамилии Кадыров не будет, Ичкерии уж точно. Да, Амзат, Кадыров, люди будут даже однофамильцы стесняться, что они имя однофамильцы. Мешает стрим вести. Масага Маршал, витаю себя, ваш Вовальчрей. Так. Почему возникли противоречия? Да, Иванов, я уже много раз говорил, нету никакого Закаева там, это все не существует, это все фейк, не думайте, не обращайте. Если вы хотите, выходите и делайте сами. Никто нас не спасет, друзья, чеченцы. Нету у нас никакого правительства, изгнания в лице Закаева. Есть много патриотов, много уважаемых людей, а это все ничего, никакой пользы не будет, друзья. Это проверено, я вам отвечаю. Да, Муаса, ама, молчу, так. Ассаламу алейкум, да будет доволен Аллаху вами. Ва алейкум ассалам, машорочки. Так, писать не смогу, так как на ходу вижу все сбои. Извините, не смогу отвечать. Мегарду. Иванов хороший фейки, пусть рассказывает о том, что он занимался, чем он занимался в Боснии. Да, совершенно верно. Путин герой России.
Слушай, Марин, у тебя герой получил метку сейчас из Международного уголовного суда. Что случилось? Может, твой герой преступник? А? После выхода из Гродно очень редко люди остались воевать. Кто-то не остался. Так, Асан, думаешь, что император Китая и тут спутает карты Запада? Асан, не думаешь, что карты Западу, как уже сделал Сваргани в договор между Ираном и саудитами? Евгений, конечно, может быть, Китай какие-то меры предпринимать будет, но я думаю, что Китай не настолько глуп, чтобы вступать в конфронтацию с Западом, с Америкой, с которой он имеет колоссальные просто экономические выдержка. Знаете, когда народ нищий, долгое время вот он существует не богато, он может очень долго в таком состоянии находиться. Но если народ почувствовал какие-то доходы, какие-то бытовые улучшения свои, экономические улучшения, и потом вы их резко их лишаете, вот тогда начинается брожение в обществе. Это самое страшное, когда человек имел определенный достаток, он уже начал себе позволять того, что он не позволял ранее, и привыкает к этому, и потом его этого лишают. Поэтому в Китае может просто произойти замена правительства. Просто миллиард, 1,5 миллиарда людей, если будут, как раньше, голодные и нищие, я думаю, они вот эту коммунистическую партию очень быстро поставят на место. Поэтому и мне кажется, Китай просто заберет Сибирь, часть территории и скажет Западу, да-да-да, все нормально. Мое мнение, конечно, произойти может всякое, но мне кажется так. Так, Аслан слышал анекдот. Сын спрашивает, папа, если убьем всех плохих людей, останутся только хорошие. Папа отвечает, нет, сынок, останутся только убийцы. Да, это не анекдот, Сейд, это правда жизни. Аслан, кайкин йолу United States of Caucasus хан политикан хилан. Дин хума дари. Ицан политикан хилан дин хума дари. Соцакит от вопроса. Ицан политикан хилана дин хума дари. Яздин аз қиматла жагар смяна цақит со абочна. Так, Марин, ну почему сказочник? Вот смотрите, Международный уголовный суд, это самый важный. Кстати говоря, Россия ранее ратифицировала договор, ратифицировала Римский статут и признавала Международный уголовный суд в Гааге. Но произошли события, и они понимают, что чеченцы могут подать в суд, и потом тогда украинской войны не было, антиукраинской войны не было, и произошло вот то, что произошло. Они вышли из этого МУСа, договора с МУСом, но геноцид, военные преступления, акт агрессии, преступления против человечности не зависят от того, что вы ратифицировали Римский статут или нет. Есть факт совершения преступления. Есть преступники, которые совершили. Все. И не имеет значения. И вот, Марина, я тебе говорю, твой президент, которого ты называешь великим там и так далее, в мире считается убийцей. Этот мир только сейчас сказал. Это только юридическая формальность. Мы 30 лет об этом кричим. Я сегодня, когда вынесли Путину вот этот приговор, я заново родился. Это самый счастливый день. Я знал, что это будет. Я не сомневался даже, что это будет. Но когда это произошло, я вижу, что вот мир понимает. Мир говорит то, что говорили 30 лет чеченцы. Когда весь мир дружил, не весь, но многие дружили, мы были врагами России. Россия нас уничтожала. И это не только вот последние 30 лет. Веками нас она уничтожала. Теперь русский царь, президентом царь, это громко, царек, международный преступник. Что еще нужно? Я благодарю Всевышнего. Я благодарю Соединенные Штаты Америки, что так произошло. Вот такие вот дела. Иншаллах, Путину конец. Дал мулла, Микаэл, дал мулла, дал мулла. Асан, так, ты мне не написал, я написал. Это была политическая хитрость. И Бог, да, в политиках. Иначе я не вижу никакой логики и разницы между Марочкой, Горской Республикой или Соединенными Штатами Кавказа. Нет, просто, знаешь, когда говорят о какой-то Горской Республике,
нужна программа. Не что вот я сижу и говорю, что у меня есть программа, что я хочу создать там Соединенные Штаты Кавказа, Соединенные Государства Кавказа. И я вот этот документ, вот эту текст, который я написал, я его написал с Декларацией о независимости Соединенных Штатов Америки, которая 250 лет назад была написана. Я ее немножко переделал и на наш лад просто написал это. И там я указал, что мы хотим свободы, мы хотим наказать преступников и так далее, и так далее, и так далее. Никто нам про Горскую республику, ни про какие документы, какие у нас планы не говорил. Это все фейк, это имитация Горской республики. И я просто сделал это и сказал, что ну вот есть программа. Это как проект такой для обсуждения для вас. Для того, что если я вам предлагаю Соединенные Государства Кавказа, я должен вам показать вот такую декларацию, которую я вам показал. Потом я должен показать людей, которые рядом со мной стоят, которые грузины, там, чеченцев показать, которые со мной хотят строить вот эту Соединенные Государства Кавказа. Потом я должен вот эти из других государств показать. Грузин показать, дагестанцев, если они захотят, там, и так далее. А так я Горская республика, слушайте меня, я наследник там Ичкерии, я наследник Горской республики, и теперь мы будем здесь хозяева, хозяйничать. Не будут. Не будут. Это невозможно, это юридически неправомерно. То говорить, что мы там что-то делаем, предлагать какие-то движения, там Западу предлагать, там Америке, Англии, там еще кому-то, Турции там ездят, предлагают. Но это сугубо их личное дело, пускай предлагают, занимаются какой-то активной деятельностью. Но для нас, для чеченцев, это ничего не значит. Для того, чтобы нам что-то предложили чеченцы, этот человек должен нам разложить все по полочкам. Он обязан это сделать. Потому что сейчас его никто не убивает. Одно дело, когда у нас в горах сидят бойцы, и они каждый день мерзнут, голодают, гибнут, ранения получают, их родственников пытают. Каких родственников Кутаева пытают, забирают? Каких родственников Закаева забирают, пытают? Которые там живут, работают. Других людей. Их дети ездят домой, приезжают. И когда боец чеченского сопротивления от нас что-то скрывает, находясь в горах, он имеет на это право. Он жертвует, гибнет своей, он боец. Но когда политики предлагают нам какие-то новые формы, что Ичкерия это не то, конституцию можно поменять. Да, ее можно поменять, конституцию. Но зачем сейчас это делать? И для чего это делать? А для того, чтобы не осталась конституция Чеченской республики Ичкерия, появилась какая-нибудь конституция Горской республики. Поэтому, когда нам что-то предлагают, пожалуйста, покажите вашу резолюцию, ваш план действий, что вы будете делать, будете ли вы наказывать военных преступников, будете вы наказывать тех, кто сотрудничал с фашистской Россией, Чеченской республики, будет ли закон о люстрации. Вот эти вещи, меня это волнует, это для меня самые принципиальные вещи. Без этих вопросов Чеченская республика не станет свободной. Если это не так, ну покажите мне, как мы будем жить, сосуществовать с фашистской Россией, если мы не наказали всех преступников? Как мы будем сосуществовать с преступниками, которые служили России и убивали нас? Просто задумайтесь над этим. Как мы будем с этими чеченцами жить? Они в нашем государстве будут жить. И мы их не иллюстрируем, они будут занимать посты. У них есть деньги, у них есть образование, которое у некоторых нас может не хватать, потому что мы воевали все это время. А уважаемые люди, у кого-то ноги нет, у кого-то руки нет, у кого-то внутренности половина вырезана. Люди фактически инвалиды, больные, а те жирные, упакованные, жирные имеется в виду в плане финансов, в плане других своих каких-то вещей. Поэтому моя декларация была написана просто так, чтобы для размышления, для того, чтобы говорили, обсуждали мы. Всем она понравилась, кто там смотрел. Да, там было то, что на привлечение к уголовной ответственности, вся мы имеем право заключать союзы с кем хотим, заниматься чем хотим, как хотим и далее. Вот и все. Не была никакая хитрость, это была... Я хочу с вами обсуждать. Мы создаем гражданское общество, друзья. Здесь в Европе мы создаем. В России его создать невозможно. Там тирания.
Здесь в Европе, в Бельгии, во Франции, в Швеции, в Дании, в Германии, во всех странах мы должны создавать некоммерческие организации, культурные центры, правозащитные центры. Просто люди должны объединяться по своим взглядам. У нас есть правозащитная организация Human Rights Center. Кто хочет в своей стране, кто хочет трудиться, заниматься чем-то, они могут объединяться в том числе и под эгидой нашей правозащитной организации. Мы будем, конечно же, проверять людей, мы будем с ними общаться, знакомиться и так далее. Но мы должны создать гражданское общество. И моя деятельность, которую я веду здесь, именно этим я и занимаюсь. Я хочу, чтобы мы, чеченцы, начали говорить об этом. Мы должны разговаривать. Моего одного ума или моих знаний никогда не хватит для этого. Это работа всего народа. Пассионарной части. Все, конечно, не будут подключаться. Но большая часть должна подключиться. И мы должны таким образом формироваться. У нас сейчас, нас ждут великие дела, друзья. Без преувеличения. Исторические события. Происходит переформатирование всего мирового устройства. И фашистская Россия уже не будет ни в Совбезе ООН, ни атомного оружия у него не будет и так далее. Все зависит от того, насколько сильно Путин будет сопротивляться и русский народ будет идти погибать. Сейчас не как раньше, если вы набрали много людей, послали в бой, они хоть завалив трупами взяли. Сейчас завалить трупами невозможно. Сейчас такое современное оружие, что трупы просто закончатся. Вот люди закончатся. И все. Это будет просто дело времени. Миллион убить с современными возможностями не проблема. 10 миллионов мобилизованных, воюющих уничтожить не проблема. Уничтожить Кремль, уничтожить Лубянку, уничтожить любой другой бункер Путина с сегодняшними технологиями, сегодняшними вооружениями, это не составляет никакого труда. Вот как-то так, друзья. Поэтому все будет, Ичкерия, чеченцы, готовьтесь к новым событиям, новым вещам. Иначе я не вижу никакой разницы между заморочкой и консолидированной. А как и что будет заявлением, которое подали с нашей стороны? Леди, я не знаю, что значит это заявление. Я не знаю, я был, когда его подавали, я там присутствовал, но после того, как я вот все узнал, я не знаю, что там было. Я не знаю, что вот эти два человека, которые зашли, занесли заявление и вышли, что они там сделали. Никакого производства по этому делу до сих пор нет. Никакой сдвига нет. И я думаю, ничего не будет с этого. Но у нас есть кейс, у нас есть уголовные дела, у нас есть все имеется, и мы в обязательном порядке будем судить преступников, которым уже Путину выписан ордер. С чем я вас всех снова вижу, поэтому мне очень трудно. И сейчас у меня там зарядка садится, тут зарядка садится, короче говоря. Надо будет сейчас кое-что сделать, да, небольшой маневр делал. Зарядка меня айжана. Ну вот видишь, и здесь не заряжается. Но я думаю, еще немножко, и я выключу свой стрим. Давайте я почитаю, что мне пишут здесь. Аслан, ты праздно. Ичкери, маш, яйцу, власть народы, гахельизи. Деризи, Микаэль. Деризи. Народ должен решать. Все должен решать. Нету такого, что вот я буду вашим там королем, президентом, управленцем, и вы должны вас выполнять. Нет. Нет. Президент воюет, это люди, которых мы должны уважать. Они отдают свои жизни, и все, и мы это понимаем. Ну, их награждают, их там выделяют из людей и так далее. Но если ты здесь находишься, в Европе, в удобных условиях, сидишь на кожаном диване и все такое, то ты в таком случае и претендуешь на то, чтобы управлять чеченцами или каким-нибудь другим народом, ты нанимаешься к чеченскому народу. Мы так должны к этому относиться. Это не наши люди, которые должны для нас все делать, там, мы там должны перед ними трепетать, и они должны нами управлять. Нет. Отчет. Каждый отчет.
Где деньги, ЗИН, где проделанная работа, где это, где то, какие планы. Мы должны так относиться. Это наемные рабочие. Сегодня нам он не понравился, иди отсюда. Решает его величество господин венский народ. Только он и никто более. Вот так это должно происходить, друзья. Так, Асан, речь, леди. Нам сейчас предлагают замену какого-нибудь. Бой, здоровый и может вполне управлять вот этой всей сетью, которая здесь находится в Европе. Она огромная. Низам хильма без. Конечно, без низам. Все должно быть. Если мы строим государство, друзья, если мы хотим, чтобы к нам относились соответственно, чтобы считали нас цивилизованными людьми, мы должны себя вести соответствующе, как государственники. Мы должны уважать свою конституцию, свои законы. А яка сун и дождь сахит Бога, сун, этот человек, либо он безграмотен, не понимает, что он говорит, либо это человек враг чеченского государства, который за деньги коллаборационизмом занимается и так далее. Если ты уважаешь свои законы, а другие никто, если ты не будешь уважать, никто не будет. В России, например, нарушать правила дорожного движения считается просто нормой. Если ты их не нарушаешь, если нет полицейского, то в России считаешь, что ты лох. И там нарушают все правила дорожного движения. Потому что русские, россияне, сами не уважают свои законы, которые устанавливаются вот этими правилами дорожного движения. То же самое можно сравнить с Германией. Здесь люди уважают, если даже нету машин, пешеход не перейдет на красный цвет. На маленькой улице в 3 часа ночи он будет ждать зеленого. Автомобиль никогда не поедет на красный свет. Ну там за редким исключением, и потом выяснится, что это какой-то приезжий, который проехал. Вот так люди уважают свой закон. Потому что это закон тот, который вот эта группа людей, это общество создала для себя. И таким образом мы становимся единой нацией, которая уважается, регулируется определенными законами. И все нации так живут. Если мы хотим нации, вот над нами стоят русские, они нами управляют. Они за нас говорят в Совете Европы, в ООН, еще в других международных организациях. Наши убийцы, наши угнетатели говорят за нас. Ну, мы представляем, что они о нас будут говорить. И как они будут заботиться о наших интересах. Мы видим сегодня, что там в Чечне происходит. Поэтому для того, чтобы нами никто не управлял, чтобы никто не думал за нас, мы должны думать сами. Вот в чем вопрос, друзья. А для того, чтобы с нами считались, мы должны стать государством права. И все сводится к тому, что мы должны уважать свои законы, защищать свои законы. Вот и все. Это несложно. Так. Если не интересно, листай дальше. Власть народа, ты как быстро говоришь сегодня. Просто у меня сейчас зарядка садится, и я просто сейчас на эмоции. Мне надо сейчас переключить, потому что сейчас у меня этот телефон сядет, и я просто немножко взволнован этим событием. Сейчас, одну минутку. Друзья, мне придется совершить. Кстати, у меня тоже и здесь садится зарядка. Это надо будет перенести сюда. Это надо будет перенести сюда. Там, мне кажется, знаешь, Руслан, в этом... Так, есть зарядка сейчас? Есть. По-моему, в Ютубе, если зайти, Руслан, там можно включить такую функцию, чтобы была перемотка. Ой, вернее, замедленный разговор. Там наполовину, если что, если я быстро говорил. Так у меня иногда бывает. Так. Так, а как ты думаешь, арестовывать будут только Путина или всю эту КГБшную, ФСБшную свору? Я убежден, будут арестовывать всех, кто причастен к войне против Украины. Я убежден просто это. Так. Джахар, ты прав, но еще они меня блокнули. Я писал комменты в поддержку Слана.
Так, кто тебя блокнул, леди? Так, сейчас я узнаю, кто тебя блокнул. Бларина Хультдел. Вообще ничего. Ой, же вообще как бы отражается, плохо видно. Ага, нет, не я отвисаю, ну тогда они начали на самом говорить. Тони Блэр, премьер-министр Великобритании, десна целась. Тони Блэр, премьер-министр Великобритании, десна целась Путин, когда тысячи убивали чеченцев. Не забываю эту картину и свои ощущения, когда я смотрел на их объятия. Да, фактически так и было. Запад одобрил Олцунах кандидатуру Путина. И а это было после того, как он взорвал. Мы тоже эти сообщения, но мы способны, мы спокойны, как удав. Он же проверить тебя. Здорово, сын, здорово, здорово, коль не шутишь. Так, давайте почитаем. Прямой трансляции физически не можно сделать замедленное воспроизведение. Я имею в виду потом, когда будет просматривать в Ютубе, он может делать замедленно. Так. Я постараюсь помедленнее говорить. У меня просто очень-очень слабо заряжается телефон, даже несмотря на то, что он включен, может из-за шнура или с чем это связано. Какие-то у меня возникают небольшие трудности. Так. Аслан, меня блокнули курочки, а я их так был отписано, а я и так был отписан от них. Понятно. Курочкины тоже из той же оперы, что вот эти Фейкины, Ходорковские и все остальные. Как только я понял, что они, я их просто дистанцировался от них. Ну, теперь они будут на меня говорить гадости, но я думаю, если они будут переходить рамки, конечно же, я это не оставлю без внимания, да. Что плохого, если Лига и нации выступает в Европарламенте? Помогли в нем Прага, которые появились благодаря, но теперь не поддерживают заказ. Что плохого, если заказ Лига и нации выступает в Европарламенте? Помогли не Прага, которые появились благодаря, но теперь не поддерживают. Но не Прага не появилась благодаря Астану. Я скажу, что не Прага, Курочкины, понимая, что я как бы человек, который веду определенную деятельность, решили на мне пропиариться и выйти, как использовать меня как трамплин. Заодно разведывательные действия, они у меня были дома, я их везде возил, мы снимали видео, там приглашал домой, там кушали, там у родителей, у меня, там, ну везде были, все они про меня знают, ну все, конечно, не знают, но где живу, где тусуюсь и так далее, и так далее. И в конце концов, с кем я рядом, кто меня там сопровождает, кто со мной рядом бывает и так далее. Все, была разведdeятельность. И потом попытка меня склонить к чему-то там. Олигарх какой-то хочется вложить в меня денег, потом через какой-то фонд какие-то деньги, там мы вот конференцию проводили, добывали, потом приглашали нас там в Польшу на экономический форум, и там, видимо, я должен был раскрыть рот, подумать экономический форум, здесь миллиарды, и я должен был, наверное, повестись там. Там ко мне пытался подойти Гудков, там пыталась со мной заговорить Лукьянова, тоже очень одиозная фигура, дочка того Лукьянова, который там во время ГКЧП там участвовал. И все это им не удалось. Мы просто проигнорировали и сказали, нет, нет, друзья, нам это не интересно. Ну, нужна была площадка, где сказать хотя бы слово. И делалось вид, что нам как бы не дают слова. Мне кажется, это все было взаимосвязано. И такая постановочная игра, что вот ради меня, там, ради чеченцев, там какая-то борьба идет и так далее, и так далее. Это продавцы воздуха, продаватели воздуха. И у них это их профессия, они этим занимаются. И все, мне неинтересно, да. И я поэтому оставил этих прекрасных людей в покое. Так, гостиница нехорошая, Аслан. Я не в гостинице, я не в гостинице. Я тут в доме, да. Благодарю. Военная тайна. Да, военная тайна, да.
Видишь ли ты важную свободу слова, религии, экспрессии и так далее, новая Ичкерия, все как в Европе. Видишь ли ты важную свободу слова, религии, экспрессии? Я не знаю, что такое. Извини, конечно, что такое экспрессия. Свободу слова, свободу религии. Мне кажется, это Богом данные нам права. Мы должны говорить то, что думаем. Не врать на людей, не наговаривать на них, но говорить правду. Это одно из самых больших достижений человечества, что человек может открыто говорить. Раньше, например, да, там в каких-то там хадисах, там еще где-то передается, что считается очень богоугодным делом, если ты выступаешь против тирана. Это свобода слова. Не ты с оружием идешь, ты просто ему говоришь правду. Это считается самый верх там, джихада, верх того, что может человек сделать. Так вот, человечество добилось этого. На законном основании это закреплено у цивилизованных стран, что вы имеете право говорить. Если вы на кого-то говорите и лжете, что он коррупционер, преступник, на вас подадут в суд и вас посадят. Но если он на самом деле коррупционер и лжец там, или преступник, и у вас есть этому доказательство, вы можете об этом говорить. Вы можете говорить, что вам не нравится тот или иной политик, и вас за это никто не должен убивать, пытать, бить током и так далее, и так далее. Поэтому, конечно же, эти достижения есть, и мы будем цивилизованной. Мы находимся в Европе. Чечня, Чеченская республика, Ичкерия, Кавказ – это восточная часть, юго-восточная часть, может быть, Европы, континента Европы. Самая высокая гора находится у нас на Кавказе, европейская гора, хотя говорят во Франции там все такое, но это наша кавказская Эльбрус. Не знаю, как она по-нашему называется, может Эльбрус так и называется. Поэтому мы должны строить цивилизованное государство. Мы не будем никого убивать, мы не будем никому объявлять войн, захватывать чужие территории. Мы никогда этого не делали. Нам никогда это не нужно было. Просто фашистская Россия взорвала свои дома, Путин с Патрушевым, обвинили в этом нас и напали на нас, уничтожив 30% нашего населения, 42 тысячи детей. Проводились опыты, вырезали органы, продавали на органы. Ну просто, это просто огромный массив преступлений. Весь уголовный кодекс, который только существует, статьи, это те преступления Россия совершала. И они будут отвечать. Будут. Пускай знают эти преступники. Никогда вы не уйдете от ответственности. Дэл, мухла. У тебя раньше был стрим по четвергам пожилым человеком, с пожилым человеком, не помню его имя. Почему давно не видно ваш совместный стрим? Мне просто удобнее так говорить. Он выходит в стрим, Хусейн, вы можете в любое время посмотреть, там пообщаться. А так, ну, я считаю, что я достаточно и так делаю свою работу, да. Так. Амзат, акузати гамма, удион. Ассаламу алейкум, мудушу, ва алейкум ассалам. Обычно у гостиниц не работает розетки. Не, работает она розетка, просто она почему или за шнура плохо заряжает. Я вот боюсь сейчас у меня... Нет, здесь пошло получше на этом телефоне. Просто на этом слабоватенько как-то она заряжалась. Как-то так, друзья. Так, салам алейкум, что думаешь про многоженство? Я думаю, что многоженцы должны отказаться от этой идеи и не жениться. Волк, чеченский волк, проживает всегда жизнь с одной волчицей. И когда она умирает, он больше не берет себе новую волчицу и живет дома. Я думаю так. Но ислам не запрещает иметь других жен. Я думаю, что, конечно же, это будет практиковаться. Но я свое мнение говорю. Мне кажется, это, ну, например, если так взять. Ну, как бы это, что ислам разрешает, там, это туда-сюда. Ну, как это выглядит? У тебя там жена, дети, тут жена, дети. Ты ходишь туда, потом ходишь туда. Ну, как-то для чеченца это, мне кажется, немножко как-то должно быть как-то
диссонанс какой-то вызывать это должно быть, на мой взгляд. Ну, конечно же, если ислам разрешает, то пускай женятся. Так. Аслан, дикие элер программа, мы волки. Да, леди, совершенно верно. На видео говорит, думаю, насколько я смотрел Тимиша. Так, корни не согласен с тем, что Кавказ часть Европы или Азии. Почему ты? Давай подискутируем, ничего ж себе. Почему ты не согласен? Я говорю, континентально это Европа. Так что давай дискутировать. С удовольствием обсудим этот вопрос. Дакеча. Хуидол мекте кальбис. Ну, это на твое усмотрение. Знаешь, ты считаешь неправильно то, что Аллах разрешил. Тут, короче, резко объявился Бонд, человек с ником Бонд, и рассказывает мне, что я считаю неправильным то, что Аллах разрешил. Я считаю, ты в Коране видел про многоженство? Я не видел. Но пророк, Делир Салам Улцун, сказал, что можно. Посланник Аллаха сказал, что можно. Ну, значит, можно. Но я считаю, что в этом необходимости нет. Он же не сказал тебе обязательно жениться. А ты сразу заскочил и тут меня врагом выставляешь. Ты Бонд, поэтому всего лишь Бонд. Размножаться надо народу по 4 минимум. Ты только что сказал. Я сказал свое мнение, я на него имею право, в отличие от тебя, который мне тут что-то указывает. Но не культурно и ментально. Но не культурно и ментально. И думаете, я вообще не упоминаю тут религию. Заметьте. Совершенно верно, это в моем понимании. В других пониманиях есть, можно на двоюродной сестре жениться. Можно ведь, да, разрешает же. Полный вперед. Только в моей голове это не укладывается. Это равносильно, что на родной сестре жениться, если двоюродная сестра. Ну как это? Вообще троюродная сестра. Это сестра. Это вообще у меня в голове это не укладывается. Да, какие-то арабы сказали, что это можно. Возможно, это можно по религии. Но в моем менталитете, в моем понимании, как 45-летнего мужчины, это укладывается в голове. Многоженство, да, я это верю, это мозг мой принимает. В отличие там жениться на двоюродной сестре. Но я считаю, мое мнение, что одна, ну мы сейчас отходим от разных вещей, но так как я правозащитник, я могу говорить на все темы, я не политик. Мое мнение, что волк должен прожить с одной волчицей. Это мое мнение. И все. С тобой все понятно. Бонд, покинь, пожалуйста, да. Со мной это понятно. Дицум, дехкацят, Аслан. Давай, işte düğüç ашбар еще. Болтуны сидят там. Защитники ислама. Где вы? Эй, защитники ислама. Чеченский народ страдает, погибает. Здесь кто сидит в ютубах, там комментарии. Где вы? Занимайтесь деятельностью, делайте что-то. Ничего страшного, что вас убьют. Если вы будете бороться по-настоящему, я вас уверяю, и родственников пытать будут, и дела возбуждать будут, и убивать будут. Но надо выходить и что-то делать, парни, да, а сидеть в комментарии писать. Кто из вас больше мусульманин, у кого длиннее борода, ну это не канает. Так, Бонд, иди отсюда. Твои детские вот эти разговоры мы уже 100 раз слышали, мы здесь обсуждали. Или заходи и давай обсуждать. Давай. Что такое шариат, давай обсудим. Куда ты стремишься, обсудим. Так, давайте пойдем дальше. Это неприемлемо между нами говоря. Совершенно верно, Хамза. Даже дитя, я мадуем, да, там, щичи, мягчи, гори, бред собачий. Хотя мягче может быть, там, ты ее никогда в жизни не видел, она по матери, там, 7-я вода на киселе, там, этот брак, если произойдет, ну, произошел. Но если ты видел, росли вместе, знаешь, там, ну, это непонятно в голове. У чеченца это никак не укладывается.
Так, некоторые ахишки, в этом деле даже говорят, а некоторые ахишки даже дают полный зеленый и обермусульманское право на чужих женщин. Да, это вообще бред, который говорится. Политика отдельно, религия отдельно. Иначе придем, от чего ушли 2000-го. Совершенно верно, Руслан. Политика отдельно, религия отдельно. Пожалуйста, хотите молиться, хотите попасть в рай. Мы все хотим попасть в рай. Занимайтесь своей душой, своей практикой ислама. Не лезьте в политику. Там это грязь. Политика это грязь. Оставьте этот чистый ислам для чистых людей. Не смешивайте его с политикой, с этими управлениями. Это такая грязь. Я просто чуть-чуть столкнулся и понял, что это грязь, которая есть в этом мире. Бонд, если ты мужчина, если ты истинный на своем пути, если ты говоришь о том, что ты борешься, ты можешь даже лицо не показывать. Хотя, конечно, если ты борешься, ты должен показать лицо. Зайди сюда. Что ты говоришь, что ты несешь, стремиться там. Мы все это знаем, мы стремимся к этому. Ты зашел и сейчас какую-то чепуху несешь. Если ты прав, если ты уверен в своих словах и готов умереть за это, объясняя человеку, который уже занимается этим, которого преследуют, которого убить хотят и так далее, и так далее. Если ты мне это предъявляешь, будь добр, зайди сюда, покажи свое лицо, как я это показываю, назови свое имя и начни говорить. В противном случае тебя можно отнести к провокаторам, которые пишут бред здесь за деньги. А такие тоже есть. Давай, заходи, Бонд. Вместе погибнем с тобой за Родину, за Ислам, за Аллаха. Вместе я тоже хожу под этим. И ты тоже будешь вместе с тобой. Будем дальше идти на этом пути, если ты искренен. Хачуал. Давай поговорим. Так, что думаете просто так? В смысле на мунафикский жанр? Нохчик жим ойгазбара. Кайкушбу нохчич охирият. Шуда нохчик жим жим ойгазбар. Хакуюшбу. Да, совершенно верно. Джим, чукиш. Ирхаби. Варкал далса йошу. Спасибо, друзья. Ты джаматовский или тарикатовский, да? Я ичкириец, Дион. Ну, Даул, чувул, мечао, Бонд. Давай, ты тут объясняешь человек, ты меня учишь жить. Человек, который, скорее всего, старше тебя. Который уже открыто говорит, многие вещи говорит. Который там... Я не для того, чтобы каждый раз это повторять, просто чтобы вы знали, статьи, там, уголовные дела возбуждают, там, заказывают, там, много чего делают. Ты заходишь и мне объясняешь, что делать. Зайди и скажи, вот городу, ваиш, далдиз, окнет, я. Аснахо, эрвалуй, со'унюхи, да, уэттан, но только со'у, иштқиетон. Алик, амелни, эти комментарии, стремись к исламу, к шариату, пожалуйста. Оставь политику, это грязь. Один вопрос. С какого возраста начал лоб увеличиваться? Так, Дион. Давно уже, лысею давно. Так, друзья, я закончу свой стрим, уже время. Я бы хотел бы еще пообщаться, на самом деле, нам еще далеко идти. У нас сегодня очень большая программа, Дион Децон. И поэтому я вас покину. Обязательно, я не знаю, когда выйду в эфир, ну, на днях, через несколько дней, может быть, через неделю, обязательно выйду в эфир, да, Алмула. А так, как обычно, слава Украине, все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку, Дион. Давайте, друзья, адикер маш ойл. Спокойной ночи, друзья. Так, отрубаемся. Отрубаемся, все, друзья, и здесь тоже.